Они связаны только с подкислением крови. Легкий бег. Оказывается, через 30 минут легкого бега у человека в кровь поступает довольно много молочной кислоты. Значит, заболел человек, высокая температура. Врач пришел, ему дал чего? Аспирин. А что такое аспирин? Это ацетилсалициловая кислота. Витамин С. Американский профессор Полинг в 1926 году получил Нобелевскую премию за то, что доказал, витамин С способствует здоровью и долголетию человека. Вот его вывод был. А что такое витамин С? А это аскорбиновая кислота. Скажем, бег, молочная кислота. Значит, побутейка. Человек начинает нормализовать дыхание, убирает глубокое дыхание. У него в крови концентрируется очень много углекислоты. Понимаете? Голодание способствует. При голодании на второй-третий день в кровь выходит очень много кислых кетоновых тел. То есть идет подкисление крови. То есть все вокруг этого подкисления, все вот это долголетие и здоровье, оно формируется. Куда идет избыток кальция? Куда он идет? Этот избыток кальция, который вот в воде, которую мы пьем, его очень легко видно сразу. В чайнике белый налет. Белый налет, чайники, накипь, там вот это так называемое, вот, отложение. Это соли кальция, нерастворимые, которые при кипячении туда оседают. Что у меня делала жена? Она брала туда лимона, пшик, и он сразу растворяет их и выливает. То есть кислое растворяет нерастворимые соединения кальция. Но если у вас кровь щелочная или даже нейтральная, то у вас вот этот кальций, который мы пьем, получаем с этой водой, из пищи, он начинает в крови образовывать нерастворимые соединения. И эти нерастворимые соединения откладываются на сосудах, бетонируют сосуды и закупоривают капилляры, мелкие мозга в том числе. И человек от этого и умирает. Вот именно от этого человек и мрет, что у него нарушается нормальное кровоснабжение всех органов организма. И вот здесь вот я сразу приведу вам два примера, которые не друзья, а я сам эти примеры уже сразу нашел в жизни, потому что их знал до этого. Первый, Владимир Ильич Ленин. Умер в 54 года, совершенно молодым человеком умер. А умер он от склероза сосудов. И когда врачи его вскрывали, врач пишет: я скальпелем по сосуду стучал, а сосуд звенел. То есть он бетонирован был этими кальциями внутри сосуда. Более того, Ленин последние 3 года перед смертью страдал старческим слабоумием. То есть у него были закупорены капилляры мозга. Мозг уже перестал у него работать. Пожалуйста. Второй пример интересный. Поль Брек. Это известный, он входит в 7 великих профессоров здоровья Америки. Это основоположник лечебного голодания. Он прожил 96 лет. Причем в 96 лет он утонул, катаясь на серфе в океане. То есть вот на этой доске, балансируя, вот он 90, это его было любимое занятие. Причем, когда после смерти врачи вскрыли его, они обнаружили сердечно-сосудистую систему 20-летнего юноши. Он должен был жить 140 лет, вот этот Поль Брек. Это все сразу признали, если бы не утонул в 96, он бы прожил и столько. Вот. И сразу задается вопрос. И он во всех своих книгах, Поль Брек пишет: ваш возраст – это возраст ваших сосудов. Это ваш возраст. И я начал анализировать, а я с Полем Бреком познакомился еще в 1976 году. Познакомился с его работой, сам издат был. И я перешел на эту систему и чувствовал себя прекрасно. Оказывается, Поль Брек всю жизнь пил только дистиллированную воду, то есть кальций он не потреблял. Второе. Один из основных и главных, самых страшных поставщиков кальция, как это будет ни странно и как это будет не неожиданно для всех, это молочные продукты. То есть это самый страшный поставщик кальция в наш организм. И человек, начав пить молоко, 100 лет жизни у себя украл. 100 лет. Потому что, вот возьмем сыр. Человеку, взрослому, для гомеостаза нормального в течение суток надо 300 миллиграмм кальция. 300 миллиграмм. Если вы съедите 100 грамм сыра, а вы спокойно съедите, там 1,5 грамма. То есть 5-дневная норма. А куда эти 4 нормы? Они все пойдут в ваши сосуды, будут вас убивать. Вот и все. Так вот, Поль Брек категорически отвергал все молочные продукты, кроме сливочного масла. Масло – это жир. Раз, это 2. Третье, он голодал, то есть подкислял кровь через голодание. То есть он не